практически. Уважаемые дамы и господа, представляю вам участников интересно. главного боя турнира, организованного промоутерской компанией RCC Boxing Promotions. В синем углу боец из города Екатеринбург. Ему 30 лет, рост 168 сантиметров, вес 62 килограмма, профессиональный рекорд 16 боев. 15 побед, 8 одержаны нокаутом, 1 поражение. Акжол Сулайманбек Улу. Его соперник в красном углу представляет город Нижний Тагил. Ему 26 лет, рост 171 сантиметр, вес 62 килограмма. Профессиональный рекорд 15 боев, 11 побед, 5 одержаны нокаутом, 2 поражения, 2 ничьи. Никита Кузнецов. Рефери главного боя Ираклий Малазуния. Боксеры на середину. Соблюдайте правильно, внимательно слушайте мои команды. Пожмите руки. Удачи. На 4 года младше Никита Кузнецов, на 3 сантиметра выше. И одинаковый вес показали ребята. Но, кстати, нужно отметить, что оба поменяли весовую категорию. И, так скажем, это первый вес в рамках легкого веса. Да, первый бой. Сразу пошел так вперед. Оп. Ничего здесь это, да, не было. Подскользнулся здесь Акжол в самом начале причем. Смотри, как мощнее выглядит Никита Кузнецов. Массивнее, даже сказал. Он и выше. Ну и по первым раундам будет в данный момент видно, кто в каком психологическом состоянии и кто насколько готов. Кто заряжен. Кто заряжен. Ну, ты знаешь, наверное, в какой-то степени мне почему-то кажется, что больше может быть мотивирован Никита, потому что 2 поражения подряд. Вполне возможно. От Камилова и от Хасиева. Вполне это возможно. А ты же знаешь, что поражение в боксе и поражение в ММА — это 2 большие разницы. Абсолютно верно, коллега. Я скажу, что упустить поражение может каждый. А вот и вернуться после него и превратить его в определенную энергию и вернуться еще лучше и мотивированнее, это уже, да, определенное такое искусство. Смотрите, как работает Никита, он прям включается с самого начала. Слушай, но он другой, прямо эти скажу. Да, пока. Никита, видно, работает на средней дистанции, и Акжол пропускает несколько неприятных для себя ударов, особенно с дальней руки. Ну и опять, если Никита Хасиеву проиграл все-таки техническим нокаутом, то Акжол проиграл Марку прям глухим нокаутом. Вот этот момент еще. Да, и это очень важно. Но при этом Акжол говорил у себя в интервью, мы слышали, что он вообще 9 месяцев не одевал перчатки, не приходил в зал. И поэтому, возможно, он психологически отдохнул, пересмотрел, перезагрузился. Другое дело, он постарше, 30 лет, уже для легкого веса это определенный возраст, так скажем. Вот. Ну и кому на пользу пойдет подъем весовой категории? Еще вопрос. Ну, друзья, конкуренция в 59 килограммов, если мы рассматриваем RCC Boxing Promotions, достаточно высокая. Так, чуть-чуть отвлекаясь от происходящего в ринге, три боксера этой промоутерской компании в этом году должны провести очень серьезные поединки. Я про Шавката, про Мухаммада и, конечно же, про Марку Руа. Ну и возвращаясь к тому, что происходит. Никита работает первым номером. При этом Акжол начинает так закручивать на ногах, много смещается. Умеет он это делать. Отличный апперкот от Кузнецова. И тут же, да, Никита не пошел вперед, не полетел. Акжол очень много, да, работает на ногах, прекрасно понимает, что стоять перед соперником не вариант. Не держать. Вот здесь пропускает кратке, кстати, Кузнецов. Нельзя уже здесь застаиваться, и для Сулайманбека Улу не нужно вот тут ближней дистанции вот этой. Низко. Пошел размен. Тайм. Первый раунд закончен. Не спешить. Бокс. второй раунд. Никита Кузнецов, Акжол Сулайманбек Улу. Российско-кыргызское противостояние.
По корпусу, туда в корпус бьет Никита Кузнецов. По звуку слышно, что у Кузнецова достаточно плотные акцентированные удары. Вообще так выглядит очень фактурно. Хочу отметить. Еще раз. Вот, пожалуйста, жесткий Попадает. жест. Отвечает Акжол, принимает руку. Может быть, даже зря для себя. С другой стороны, оба. Серийно старается работать здесь Кузнецов. О! Огонь! Огонь! Кузнецов работает по корпусу. Мощно бьет. Акжол даже не уходит из угла. По затылку аккуратно. Кузнецов по-прежнему держит Акжола у канатов. Хлестко бьет по Работает по туловищу. корпусу. Ну А вот, вот тут попадает уже Акжол. с ударом он отодвигает немножко Кузнецова. Стоп! И клинч у нас. И бороться. Макс! Ну, в каком-то эпизоде мне показалось, что Акжол и сам решил поработать здесь на ближней дистанции, показать, что он готов к этому. Передней рукой так начинает работать здесь Акжол. А в углу, кстати, Владимир Видов, тренер Никиту Кузнецова, просил от него, чтобы он не работал одиночными ударами, а больше сдваивал их. Но серийность, она, знаешь, никому не помешает. Особенно в близких поединках. Хорошо, здесь пообменялись бойцы ударами с дальней руки. Но все-таки помощнее бьет, видно, что Никита. Вообще в этом бою все более весело для Никиты пока что складывается, если сравнивать его поединок против Руслана Камилова. Вот, попал! А вот это похоже на нокдаун. Нет? А рефери делает сигнал о том, что это была потеря равновесия, чего тут не было. Ну, не знаю, удар был, на мой взгляд. Хотя хотелось бы потом повторы глянуть. При этом, смотрите, снова попадает с дальней руки здесь Кузнецов. Пропускает удар в туловище. Заряжен. Видно, что Никита заряжен на жесткий, хороший удар. И вот эти удары, которые навстречу бросает Акжол, они на него так, ну, не особо производят впечатление пока. Пока, нет. да. А вот попал, снова попал Кузнецов. И апперкот очень опасно забрасывал между рук. А вот здесь уже Суланбек Улулу несколько точных ударов донес до цели. Хорошо цепанул справа. Держать, не держать. Стоп! Стоп! Макс! А вот здесь, да, апперкот, но перед этим пропустил по корпусу Кузнецов. Бокс! Третий раунд, дорогие друзья, начинается с того, что Акжол решил не отдавать пространство в ринге. Уперся в центре. Подсел так пониже здесь Акжол. Акжол левша, я думаю, все об этом догадались уже. А кто-то, может быть, даже знал до этого. Так. Личная двойка от Кузнецова. Правый снизу, левый сбоку. Тут же перехватывает Акжол Суламанбек Улу. Смотрите, Не держать, не держать. решил Акжол поработать сам первым номером, попытаться, по крайней мере, это сделать. Макс! Взял паузу Кузнецов и так успел просунуть здесь джеб уже Акжол. Во втором раунде Акжол делает акцент на удары под туловище. В третьем, прошу прощения. Вот, неплохо от Сулайманбека Улу сейчас и по корпусу. Снизил количество ударов тут И немножко. снова по корпусу. Никита Кузнецов. А вот тут, мне кажется, где-то цепанул. Слушай, ну повеселее в третьем раунде смотрится Акжол, я вам скажу. А Акжол от раунда к раунду начинает включаться. И Сулаймбек Улу так начинает наращивать. Ну и так немножко где-то даже подзатроил Никита, мне показалось. Идет назад где-то. О, здесь его может расстрелять хорошо Акжол, кстати. И смотри, позволяет Кузнецов подходить и работать. Снизил Акжолу. активность, да, свою Кузнецов как-то так. Меньше стал он работать, Да. меньше идти вперед. Начал где-то больше пятиться. Возможно, где-то пытается тянуть соперника на себя. Ну, а может... Вот серия от Кузнецова. Знаешь, мне кажется, начал уже кое-где Отличный апперкот был, кстати, от Кузнецова. тот же боковой от Акжола. Акжол, да, Акжол работает первым номером в этом раунде. Первым номером и заставляет пятиться своего соперника. Да, и подзастоялся Кузнецов. И Акжол этим пользуется. Ну, не может ударить, тогда клинчует.
Да, чувствуется, что если ударная мощь где-то у Никиты Кузнецова повыше, это видно, то именно по скорости вот этой. И по количеству да, Акжол гораздо здесь проворнее. Ну, я скажу, хороший третий раунд проводит Акжол сейчас. Хороший третий раунд. Опасно здесь бил боковой слева Кузнецов. И Акжол еще раз реваншист, его пожалуйста. туда же. Тут же отвечает, тут же. Показывает, что я могу и порубиться с тобой, дружище. Снова двойка передняя дальняя от Акжола. Суланбек Уулу поджимает канатом здесь Никиту Кузнецова. Постоянно дальней левой рукой. Акжол пробивает под руку сюда в область печени. Попадает слева сейчас в голову еще. И еще раз в голову. И Отвечает попадает здесь Кузнецов. в разрез. Хорошая концовка третьего раунда. Не спеши. Бакс. Да, Он, кстати, громко болеет за своего товарища Василия Войцеховский. да, он здесь в зале, Он приехал в зале. поболеть. Да, болеет за Никиту Кузнецова. У Василия будет 21 мая, кстати говоря. Рекомендую. Очень хороший вот проспект Полутяжа. У нас здесь перехватил Акжол ситуацию и начал так прям рубиться. Апперкоты от Кузнецова. Но при этом Акжол работает серией и на один удар часто отвечает несколькими, комбинирует. О, по печени всаживает Акжол. Туловище очень активно обрабатывает здесь Суланбек. Вещайся в сторону, подсказывает Василий Войцеховский Никите Кузнецову. Но я не знаю, есть там чем Двойка от Акжола закручивать. Суланбека Уулулу. Акжол очень мощно работает в начале четвертого раунда, я вам скажу, друзья. Акжол так монотонно, но стабильно обрабатывает туловище своего соперника. Да, таким слагером сейчас действует Акжол Сулманбек Уулу. Он попал справа, кстати. Вот зря Никита встал здесь в угол, ой, зря. Уверен он в своем ресурсе, я так понимаю. Или он думает, что Акжол вымахается. Не знаю. Раунд пока что Кузнецов проигрывает. Проигрывает пока он этот раунд, но выходит из угла и клинчуют. Ну так, причем Боксеры друг друга. Да, кстати, джеба нет от слова. Абсолютно нет джеба. И мне кажется, так Так и будет. подустал. Здесь выглядит таким немножко изнеможенным уже здесь Никита Кузнецов. Но он отстреливается одиночными ударами и то через раз, так знаешь. Такое ощущение, что закислился. Часто пытается вязать здесь. Хорошо, несколько ударов по туловищу Но попадает Суланбек Уулулу. После такой бомбежки по корпусу, как тут не подзакислиться, коллега? И еще один удар туда же попадает Суланбек. А вот тут с дальней Никита бил достаточно опасно. Но по количеству выброшенных, донесенных, я Тут думаю... без сомнения в этом раунде, я думаю, Акжол опережает. Если не в 2, то в 1,5 раза точно. Так, правым на двойку отвечает здесь Никита. Ну вот, пытается огрызаться Кузнецов, но ставит его, спокойно ставит его к канатам Акжол. Хорошая двойка от Акжола. И Провалил, и сам попал да, под концовку. Не спеши. пятый раунд перевалил за экватор Бутылку поединок. Главное событие, друзья, сегодняшнего вечера в Екатеринбурге. Бой в рамках легкого веса. Акжол Сулайманбек Уулу против Никиты Кузнецова. Акжол в атаке. Попадает сейчас слева. Дальней руки точно цепанул. Ну, Акжол понял, что выиграл, видимо, он раунды третий и четвертый. И очень-очень уверенно психологически себя сейчас чувствует в ринге. Удастся ли Начинает Никите наращивать, да, и вытянуть попадает. и попасть навстречу, о чем его очень просил Василий Войцеховский. Посмотрим. Не знаю. Не На знаю, не выходе уверен. цепляет своего соперника здесь Суланбек Уулу. Акжол много попадает ударов. В прошлом раунде очень хорошо обработал корпус, и мы видим, что не так легок на ногах уже Кузнецов. Переключился сейчас на второй этаж, наверх сюда Суланбек. Много набрасывает ударов по голове.
Не держать. Чуть-чуть решили повязаться у канатов бойцы. Сразу с комбинацией выходит Акжол. корпусу. Но двойкой здорово ответил здесь Кузнецов. Мы видим, что Акжол эти удары держит. Собраны руки подсказывают здесь, да, Никите Кузнецову. Часто он слишком, наверное, опускает руки. А пока по корпусу работает и по голове Акжол. И Снова апперкот. застоялся у канатов здесь Кузнецов. Слушай, а Акжол, по-моему, к этой рубке готов. И он, то есть, понимает, что будет огрызаться Кузнецов, но его это вообще не смущает. Стал у канатов Кузнецов, что он рассчитывает на один нокаутирующий удар навстречу. Мощно бьет апперкотом здесь, но мне показалось, видел этот удар Акжол. Слушай, ну, как сказать по-русски, мало работает Кузнецов навстречу. Соглашусь. Акжол перестреливает, перестукивается. Перестукивает абсолютно верно. Все, практически так встал на ногах уже Кузнецов. Он не двигается здесь. Четвертый раунд. Вспомни, сколько по корпусу насобирал Никита. А у нас всего лишь только вторая половина пошла. 8 раундов запланировано в этом поединке. Не всего лишь, коллега, я бы сказал, наверное, уже. Всего лишь, если бы раундов было 18. Всего лишь первый раунд второй половины боя. Да, если так, я бы вывернулся. Выкрутился. Смотрите, в какой ситуации сейчас так вяжет, клинчует здесь Никита. Обнимашечки. Ну, это нужно Никите, да. Он в этом раунде пропускал изрядное количество. Попадает с дальней руки здесь Акжол. Без акцента, но точно. Снова Двоечка от Акжола. Концовка пятого раунда. Попадает Кузнецов, иногда попадает, но Акжол-то попадает чаще. Бабах. У нас шестой раунд. И снова в атаке сразу же идет Акжол. Он понимает, что сейчас так немножко подизмотан все-таки Никита Кузнецов. И Акжол пытается развить свое преимущество. Ну, смотри, у нас такой бой перевертыш. Если первые два раунда прессинговал Никита, то сейчас Акжол в режиме такой акулы, я бы сказал. Бабах! И тут же по корпусу. Хорошая двойка. Если решил Никита этот раунд отгуляться, то у Акжола другое мнение. А подсказывали здесь в углу, кстати, у Никите Кузнецову: больше двигайся. Потеря капы. У Никиты, насколько я понимаю. У Акжола капа. У Акжола. Удивительно. Невероятно, но факт. Тамин! Бакс! Что это было такое? Ну, немножко недопоняли тут боксеры друг друга. Включился сразу же Акжол. Опять он несколько ударов точно попал. Двигаться-то Никита двигается, а ударов-то нету. Ох, хорошо, пожалуй, у нас рубка. Не держать. Стоп! Держишь руку. Бакс! Снова удар по туловищу от Акжола. Очень часто он пробивает левой рукой сюда под локоть. Ну вот попал сейчас справа Кузнецов, но это единичный случай пока что. По ходу боя, точнее второй половины боя, по ходу раунда. Стоп! Держишь руку. Бакс! Акжол, Снова попадает с дальней руки здесь фуамбек. Акжол в режиме прессинга. Да, много и постоянно действует Акжол. Постоянно выбрасывает удары, постоянно лишает пространства своего соперника. Но вот этот расчет Кузнецова на жесткий удар навстречу, что Акжол упадет, пока не оправдывается. Пока да. Акжол буквально преследует так по рингу. Пытается вообще не дать пространства здесь своему сопернику. Бабах, бабах, бабах. Частички в голову от Акжола. И по корпусу начинает работать. Выйдет ли из вот, Апперкот попадает, но сам пропускает 3. Ой-ой-ой. А время еще есть у Акжола. И предостаточно. Не дави, Но тоже подвинулся, видимо, Акжол. Очень энергозатратный Очень поединок. энергозатратный. Но посвежее все-таки выглядит Акжол. Он где-то посередине. Он не где-то, он вообще посередине. Да, смотри, какое количество ударов пропустил сейчас Кузнецов. Пытается отвечать одиночными ударами, но на каждый удар сразу 3 отвечает Акжол. Обменялись апперкотами, парни, красиво.
Вот так поджал здесь Суламбек своего соперника канатом и не отпускал. Я тебе скажу, знаешь, что, коллега, Акжол даже не опасается этих ударов. Да, он даже позволяет вот на этой ближней дистанции опускать себе руки. Так вот. О, Промахнулся и сразу и несколько наказал ударов. его, Да. Акжол наказал Никиту. Еще один отличный раунд. 7-й раунд, друзья, главного события вечера. Акжол Сулайманбек Уулу Против Никиты Кузнецова. Да. И дебют для обоих в рамках легкого веса. И смотрите, в атаке Акжол. Попал, вроде бы показал себе Никита Кузнецов, но Акжол показал, что он в порядке. И продолжает работать первым номером. Ну, сложно Никите Кузнецову занять центр ринга. Да, Акжол, потому что буквально его стесняет туда канатом и постоянно обсыпает его своими ударами. Может быть, не очень Повыше не дави. сильными, но зато Но точными. постоянными и точными, да. А тоннаж, как мы знаем, может накапливаться. Обязательно. А то еще внимательно. Для этого раунда Никита достаточно много ударов уже выбросил. Он чаще стал отвечать, он понимает, что именно это ему необходимо. Возможно, ему в углу об этом также подсказывают. Никита выбросил много, но Акжол больше. Акжол больше, без сомнения. И остроту, вот эти, мощь потерялась немножко в ударах Никиты Кузнецова. Чувствуется, что он сильно функционально подпросел. Ну, сколько пропустить по корпусу, мы же говорили с тобой, что... И даром где-то не Суламбек пропустишь. Уулу не так сильно и опасается этих ударов. Да-да-да, именно. Так. Ох, какая комбинация четырехударная. Защитился еще два, еще туда же. Да, работоспособности, конечно же, сильно превосходит Акжол Никиту, без всякого сомнения. Вот, что-то вроде получилось у Кузнецова, но тут же Снова в разрез попадает здесь Акжол. И еще еще два раз. удара. И тут же комбинация. Практически встал Кузнецов, практически встал. Очень трудно Никите. Да, промахивается он достаточно часто. И утомлен уже очень серьезно. А Акжол, смотри, то есть вот эти поскакушки показывают, что гораздо свежее соперник. Гораздо в разы. Да, по передвижениям Акжол чувствует, когда нужно ему отдохнуть. Вот так вот ушел на дистанцию. Даже позволил себе немножко посайгачить. Понимаешь, что соперник не догонит. Нечем Здесь даже в догонять. какой-то момент после промаха Никита Кузнецов пытается зацепиться за своего соперника, дабы не потерять равновесие. А вот снова 4 удара от Акжола. Он не делает акцент, он просто их выбрасывает. Бах-бах-бах. Но все равно это точные попадания, и они присутствуют. И снова хорошая двойка от Акжола. Еще одна туда же. Ну, просто уже разбивает. Ну, не расколачивает, разбивает, но да. разбивает Кузнецова. Отпусти. Бакс. Снова много ударов попадает Акжол. И такое ощущение, что буквально на автопилоте стоял уже сейчас На Никита моральном Кузнецов. Дамы и господа, итак, ввиду отказа от продолжения боя победу техническим нокаутом в 8-м раунде одерживает Акжол Сулайманбек Уулу.